для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Дыялогі пра культуру. Добрый день, шановные радиослухачи, с вами Алексей Стрельников. Сегодня я запросил до нас у гости театразнаўца, загадчыка літаратурнай часткай Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек Любу Дзёмкіну. Люба, прывітанне. Прывітанне, Алексей. Люба, скажи, у нас начинается новый театральный сезон. И, в принципе, театр кукол под руководством Лилявского – это один из самых авторитетных, самых важных у нас театральных коллективов, событийные и там, не знаю, многочисленные золотые маски и все остальное, это все про вас. И многие до сих пор не воспринимают, мне кажется, театр кукол как какое-то место, где не только для детей, да, где происходят какие-то серьезные театральные вещи. А у вас они происходят часто. Вот за прошлый сезон какие важные события у вас произошли, на что обратить внимание? Ну, прошлый сезон был очень активным у нас, это, естественно, и премьеры были как для детского репертуара, так и для взрослого. Ну, для детского репертуара мы поставили прямо в канун Нового года современную прозу детскую «Мальчик, который плавал с пираньями». Дэвид Алмонд, английский автор, и очень любопытный опыт был с точки зрения того, как зритель наш, белорусский, минский, воспринимает какое-то такое незнакомое название в афише. Ведь известно, что народ идет туда, на что он знает, да, то есть он видит там «Морозко», знаю, иду, там, или «Красная шапочка», это 100% хит. Здесь мальчик, который плавал с пираньями, конечно, вызвал недоумение у родителей, потому что даже самые продвинутые родители, казалось бы, которые идут в ногу со временем, они немножко пугались самого названия, да? То есть такая маркетинговая вещь, мы с ней столкнулись, но тем не менее очень любопытный опыт получился, потому что спектакль полностью кукольный. Это, как ни странно, редкость сейчас. Мы знаем, что последние десятилетия тенденция в театре кукол была такая, что а где куклы, да? То есть все-таки больше был живой план, так называемый, да, есть такое понятие в театре кукол, когда артист существует перед зрителем, да, как в драматическом театре. Здесь полностью ширмовой спектакль, около 40 кукол, это была масштабная работа. Таня Нарсисян, как художница нашей золотомасочной, да, и нашей национальной театральной премии лауреат. И вместе с Александром Янушкевичем они создали, как мне кажется, очень любопытный спектакль. Ну и самое важное, это, наверное, действительно, вот повторюсь, что это знакомство с современной литературой и знакомство с реакцией нашего зрителя на то, как вообще воспринимается неоднозначно, скажем так. Вот. Но мы работаем, потому что все-таки задача нашего театра в том числе это знакомить со всем многообразием имен, в том числе и литературы. Вот. Ну и А можно подробнее даже вот про этот спектакль сначала поговорить, потому что вот я мечтал, конечно, к нам в студию пригласить именно современных авторов, которые пишут там детский материал, вот, Жвалевского и Пастернак. Они, вот, к сожалению, не настолько заняты, что не всегда их можно вытянуть. И в принципе, как ни странно, мы сейчас живем в момент, когда вот эта детская литература, она вдруг стала супер разнообразной, когда вдруг мы уходим из этого прокрустово ложа Карлсонов и там, кого там еще можно назвать? «Волк и 7 козлят», что-нибудь такое вот по классике, ясно. И Чебурашек. И постепенно и книжек детских становится просто море. Там «Мамаму», например, какие-то знаковые вещи происходят. Но тем не менее, вот эти процессы, такое ощущение, что они вот только начались. Ну, это нормально. Главное, что они стартовали. Очень интересно, что вот эти новые произведения, они в большей степени
создаются для возраста, может быть, 2+, 3+, да, мы все-таки театр, который работает, и каждый год с возрастной группой разный, да, и каждый год это, конечно, вселенная, то есть одно дело ставить спектакль для тех, кому 2 годика, 3 годика, 4, так вот эти современные произведения, книжечки вот эти вот красивые, которые сейчас появляются, они рассчитаны на тех, на самых маленьких, на какой-то такой вот контакт близкий, да, и, к сожалению, у нас нету малой сцены, и мы должны учитывать и этот факт, это тоже важно. Я наблюдаю за работой частных театров, кукол, да, вот эти фестивали, «Казочный джем», в том числе, где можно увидеть различные прочтения современной литературы. Молодцы, я восхищаюсь их деятельностью. Так вот, действительно, это тексты для какого-то такого компактного спектакля. К сожалению, на данный момент мы вынуждены учитывать то, что у нас большая сцена, и нам надо охватить вот прям зал на 234 места. Да. 234? Стадионный просто формат. Да. Но есть вот это противоречие, потому что, с одной стороны, там детей у нас в городе просто сотни тысяч, и вроде бы это весь ваш потенциальный зритель, и к вам не зарастет там народная тропа, но с другой стороны, получается вот это зависимость того, что там, не знаю, больше 50, больше 100 детей, собранных вместе, это очень-очень сложная аудитория. И я думаю, что вот и к ТЮЗу это относится, и к театру кукол, что держать там эту аудиторию, создать нужную атмосферу очень-очень сложно. У меня одна из моих таких, не знаю, профессиональных поражений, наверное, я писал большую статью там про Свету Бень когда-то, и я очень осторожно попытался написать про то, что насколько она живой, творческий человек, насколько она ищет постоянно, и она до сих пор работает именно в театре кукол с таким нестандартным, новым, как правило, материалом. Там был бы у меня дракон и другие, это современный материал. И при этом насколько в ее детских постановках, сделанных на большой сцене, в том числе в театре кукол были спектакли, насколько отсутствует вот то, что есть на ее концертах, на то, что есть на взрослых программах, насколько вот это вот единение зала и того, что происходит, оно какой-то вот именно дисконтакт. И у меня это было вот как сказано там с какой-то досадой, что вот не получается. И Света так это восприняла и как-то мне грустно сказала, что ну вот, не получается. И так нельзя, мне кажется, делать с творческими людьми. Но, с другой стороны, для меня это осталось как проблема, да, то есть вот эта вот проблема, то, что этот зал есть, и то, что на эту аудиторию нужно работать, то есть это определенно специфический материал, и он решается в мире путем того, что создаются вот какие-то мюзиклы, какие-то там мультимедийные постановки, где действительно детей захватывают, им удивляют. Я видел, можно разное говорить там про «Синюю птицу» Савицкого, да, но там ряды школьников, которые там приподнимаются прямо в зале, чтобы посмотреть, а что там происходит, там что-то ниже там выходит из зала, и им всем интересно, и они там, не знаю, подрываются и посмотреть. То есть есть какие-то способы. Над этим думают режиссеры и театры? Я просто уверена, что каждый должен заниматься своей спецификой. Если посмотреть внимательно на творческий почерк каждого режиссера, то можно увидеть, что, допустим, та же Света Бень, она действительно занимается спектаклями малых форм, у нее это замечательно получается. Но, тем не менее, вот если посмотреть на спектакль Светы Бень в нашем репертуаре, это «Дядюшка Ау», абсолютно черный кабинет, это когда выключается полностью свет в зрительном зале, да, и только один луч света падает на куклу, просто крики в зрительном зале, потому что, во-первых, дети пришли после школы, они все вместе, они объединены, и вот затемнение, то есть это тоже какое-то волшебство. И хороший спектакль очень пользуется популярностью, спросом, как и «Пеппи Длинный чулок» у нас очень часто идет Света Бень, поэтому, если есть
есть специфика режиссера, что любит, он работает с малыми формами. Тут либо, ты переосилишь себя и будешь как-то искать в поиске взаимодействия с большим пространством, как, кстати, сейчас происходит в нашем премьерном спектакле. Я так забегу наперед, у нас буквально завтра будет премьера, Екатерина Ложкина-Белевич из Питера, режиссер. Вот в послужном списке у нее очень много компактных спектаклей. Это и театр Карлсон Хаус, и в БТК в том числе есть пробы. Ну вот во всем этом списке большой театр кукол. Но если посмотреть на все ее спектакли, они созданы на маленькое количество людей, аудитория, да, и на сцене обычно 2, максимум 3 человека. В этот раз вот режиссеру придется освоить такое пространство. И, конечно, первоначально было задумано, что 2 человека будет играть. Тут Карлсон первая единственная премьера. Да? И, в принципе, оказалось, что все-таки большие формы требуют взаимодействия и нахождения на сцене хотя бы 5. У нас 6 человек будет на сцене. То есть как хотелось и как оказалось. Да, тоже такой любопытный опыт. Но это, возвращаясь к вопросу, что надо уметь подстраиваться как-то, если тебе это, конечно, надо. Да? Но и при этом, если ты уже выбрал нишу, ты имеешь полное право заниматься спектаклями малых форм. Если у тебя есть такая возможность, есть площадка, почему бы и нет. Ну вот это тоже была затронута тема, она такая для меня болевая, как для молодого отца, когда ребенок действительно возвращается из детского сада, и все, что он там должен делать, вот эти 6-8 часов, это сидеть и молчать, и спокойно играться на ковре. И вот он вырывается из этой истории, когда наконец-то ему можно там бегать и кричать, и эти вечера очень трудно выдерживать. И в этом смысле режим спектаклей, как рок-концертов, на которых они действительно выплескивают какую-то свою энергию, но это такой он достаточно специфический. То есть вот было названо фамилия Янушкевич, мне кажется, это не его формат абсолютно. То есть скорее, если про рок или про что-то такое музыкальное, это можно про Казакова. У него тяготение к тому, чтобы там добавить много музыкальных номеров, чтобы было движение, «Наша Белоснежка» или «Рождественская история», лауреат, Национальной театральной премии, как лучший спектакль прошлого года. Поэтому вот Казаков, скорее всего, из кукольных, наших режиссеров. А способны современные истории действительно зацепить детей? То есть они же приходят на Карлсона, у них есть момент узнавания. Что билет-то покупает родитель, и в этом самая большая проблема. Если родителю не нравится название или не знакомо, то билет, как бы мы ни описывали, что это замечательный спектакль. Вот купите, придите, не пожалеете, нет. То есть представьте, что мы собираем в нашем зале вот эти 234 места, это абсолютно разные семьи, дети их, кто-то на домашнем обучении, кто-то воспитывает детей в частных садиках, кто-то дает возможность выплескам своих эмоций, а кто-то сдерживает, веди себя прилично. А в театре они под одной крышей. И тут надо как-то найти такое среднеарифметическое, в идеале, А когда начинается поиск среднего арифметического, чтобы было всем хорошо, это тоже немножко такой утопичный путь. Но, по крайней мере, пытаемся найти, чтобы было хорошо, усредненный, но высокого качества продукт. То есть, если я доступно объяснила, то есть тоже мы думаем про это, что мы собираем абсолютно разные зрителей, и детских и взрослых, и нам приходится сталкиваться с абсолютно разными отзывами, то есть вплоть до того, что, как самое легендарное, это у нас количество жалоб на рождественскую историю, лауреат, опять же, Национальной театральной премии, почему на сцене гробики, почему в рождественскую тему вы рассказываете про смерть. В европейском театре такие посылы невозможны, я имею в виду от родителей. Все нормально, там не боятся говорить про какие-то табуированные темы. У нас же еще не готовы. Поэтому и материал литературный выбирается с учетом того, с готовности нашего зрителя. То есть нам надо потихонечку, то есть не так, чтобы мы в угоду зрителю ставили колобка, по классике. Колобка можно поставить и очень жестко, но пытаемся найти какой-то такой баланс. Поэтому... Это интересная тема, что действительно современная литература, она как будто бы начала говорить про очень серьезные темы, детская литература, то есть там огромное количество детских книжек про сложные темы, и огромное... Я был летом на кинофестивале детском и юношестве, и там все эти взрослые темы, они всерьез обсуждаются, и там
мигранты, и неприятие, там, не знаю, в коллективах. Есть фестиваль в Италии. В Италии, ключевое слово, Италия. Да. Я уже думала о каких-то широтах хотя бы постсоветского пространства. В наших широтах пока только говорят про это, что надо как-то, но не готовы зрители, покупающие билеты, взрослые, говорить и позволить, чтобы со сцены говорили с ребенком, с их чадом о каких-то таких темах. Ну вот хороший показатель был фестиваль театров кукол наш, 4 года назад, по-моему, польский спектакль «Гусыня, смерть и тюльпан». Было очень трудно со зрителем, хотя это был переаншлаг полный, но вот именно там такое поэтичное рассуждение о смерти, о конечности мира, с каким-то определенным светом, да, но наш зритель не совсем готов говорить про это. Я знаю, что в России очень много дискуссий на этот счет среди профессионалов. Театры ведут такие подготовительные работы, тоже надо уметь. Как бы в планах есть какие-то, не знаю, дополнительные, не то что лекционные, но просто беседы со зрителем, чтобы как-то, потому что надо что-то делать на самом деле, чтобы эта ситуация не осталась на месте. Хочется говорить, и современным режиссерам, молодым особенно, да, им хочется затрагивать вот эти вот болевые точки, вот, и как-то так смело и хлестко говорить про это. Если во взрослых спектаклях, да, для там, 18+, 16+, это все уместно, в детском репертуаре это, конечно, все очень опасно, да, и надо искать. Меня поразила эта история с театром кукол, про то, что там до середины 20 века театр кукол не задумывался как театр для детей исключительно. Абсолютно, исторически. То есть мы если возьмем... И Гиньоль, там, и другие эти вещи. Известные факты, что никогда, даже когда на площадях показывали спектакли кукольные, детям закрывали глаза, потому что всегда, что петрушки, что действительно Гиньоли, это все было такое очень разухабисто, с нецензурной лексикой иногда, то есть, да, на потребу дня. Вот. И только вот советское время нас вынудила воспринимать театр кукол как для детей, притом театры кукол были полностью созданы по одному и тому же типу театра Образцова, да, и один и тот же типичный был репертуар во всех городах. И у нас в том числе, то есть перекликались пьесы, одинаковые были. Вот, но, по крайней мере, я знаю, что, несмотря на то, что были какие-то установки потому и по кукловождению, тоже усредненная система. У нас есть звонок. Да. Давайте послушаем, что нам скажет дозвонившийся. Здравствуйте. Александр из Бреста. Я бы хотел высказаться с одобрением, с поддержкой всего, что делают. Извините, я, правда, не слышал начала передачи и кто, так скажем, главный герой. Но мне очень нравится, что они делают, что культуру, красивые какие-то вещи, хорошие показывают детям, потому что с детства у нас все закладывается. И я слышал о том, что осуждали спектакль, и что там гробики, смерть в отношении Рождества Христова. Я хотел бы сказать поддержку, что вообще у нас основа нашей культуры – это именно смерть, потому что Христос погиб мученической смертью, издевательской, и не говорить об этом было бы, конечно, странновато. Почему-то у нас обходят стороной самые основы, потому что человек, Христос, был убит жесточайшей смертью, и люди к этому призывали, там, может быть, и дети были, и все остальное. Очень спасибо, большое спасибо за вашу реплику. Да, и действительно... Очень приятно, что есть люди, которые поддерживают это все. И мы пытаемся, опять же, найти баланс между тем, что исконно, да, с истоками и современностью. Мы, опять же, с этим наследием советского прошлого, где все должно быть по ГОСТу, да, определенно. Если пьесы, то только детские, определенные, с моралью, да, в конце, такие топорные иногда. Не хотелось бы обижать всю литературу советского периода, но на самом деле было так. А сейчас, когда можно, все перед нами открывается, такое пространство с пьесами, с литературой любой, тут уже дело театра выбрать,
и подход, и драматургию, поэтому... Я, во-первых, напомню действительно, что у нас в гостях Любовь Демкина, она заведующая литературной частью Белорусского государственного театра кукол, и мы говорим не только о том, что в Белорусском государственном театре кукол происходит, но Люба очень хорошо разбирается в том, что у нас происходит, какой у нас процесс идет в театре кукол вообще. И в частности, например, с Брестом очень показательная история, потому что в Бресте театр кукол очень известный, и одна из самых главных новостей последних вот этого года — это то, что в Бресте появилось новое театральное здание, которое реконструкция шла, по-моему, достаточно наверное, долго. 6 или 7 лет, но очень долго. И оно внешне на картинке выглядит просто вот космически. Космически. Ну, такая сложная новость, которая связана именно с Брестом, то, что последние несколько лет театр возглавлял как раз Александр Янушкевич, про которого мы вспоминали, и 2 года назад он выпустил один из самых интересных, мне кажется, спектаклей именно в театре кукол «Новую землю» Якуба Колоса, которую, мне кажется, что именно потому, что это в школьной программе, и именно потому, что в школьной программе мы изучаем это очень приглаженно, очень и очень абстрактно, вот без какого-то конкретного разбора. И в спектакле Янушкевича «Новая земля» показалась вдруг настолько предметно, настолько, скажем, там не приглаживались какие-то вещи, там, не знаю, сюжетные, которые Якуб Колос туда закладывал, потому что, по большому счету, история трагическая. Но каким образом делает подход Янушкевич к этому спектаклю? Он трагическую историю, социальную, социалистическую, не побоюсь этого слова, да, то есть с критикой какой-то там, не знаю, дореволюционной ситуации на селе, он вдруг раскладывает на какие-то вот именно библейские истории, на то, что там были там весна, зима, лето, осень, там появляется такой целый... Это визуальный спектакль на все 100%, и большая, конечно, удача – это работа с художником Таней Нарсисян, который чувствует режиссера на все 100%, на полуслове знает, что надо. То есть это замечательный тандем, мне кажется, и действительно «Новая земля» – это такой прорыв. Я помню свои первые впечатления, когда я смотрела на премьере, это действительно вау. То есть там не то, что нагромождение, как это часто бывает, сценографическое, там вот визуально очень точно. И мне понравилось, как режиссер работал с текстом. То есть он весьма вольно, да, там переделывал местами, переставлял текст, да, то есть, может быть, для тех, кто такой приверженец Якуба Колоса, да, там что вот прям, ну я знаю, что внучка Якуба Колоса приходила на спектакль вместе со своей семьей, когда мы привозили его в Минск этой весной, 2 года назад на фестивале, смотрела внучка спектакль, и у нее очень, были приятные впечатления. Я знаю, что потом какая-то встреча была с коллективом. Вот, действительно, это большая удача для Брестского театра кукол, который я безмерно люблю. Это вот, так скажу, что мой один из самых любимых театров, труппа актерская, это вот Брестский театр кукол. Очень замечательные люди. Не так много у нас, наверное, таких, хотя театр кукол у нас есть в каждой области. Получается 7. Да, во всех областных городах, плюс Молодечно. Но при этом, вот, наверное, Могилев, Брест. Вот они выделяются. С таким отрывом идут именно за счет сил работы молодых режиссеров, которые возглавляли в те или иные, может быть, в некоторой степени, хотя вот если Брестский театр кукол, опять вернуться к нему, то сколько замечательных спектаклей Руслана Кудашова в репертуаре. Руслан Кудашов – это художественный руководитель Большого театра кукол в Санкт-Петербурге, и у них очень такой замечательный тоже тандем, то есть там
что там, ФРО, насколько я помню. То есть спектакли, с которыми коллектив брестский ездит за рубежом, прославляет наше кукольное искусство. Ну, они умеют осваивать, умеют работать. И вот сейчас у них буквально пару дней назад была премьера «Сотников», тоже Кудашова, поэтому кто в Бресте, обязательно сходите. Я сама поеду попозже, немножко посмотрю. Но притом это, получается, первый спектакль, который прошел на обновленной сцене. Кстати, мы съездили буквально сколько... В прошлую субботу наш коллектив отправился в Брест, чтобы показать, во-первых, поздравить Брест с тысячелетием города, там были масштабные мероприятия, и там проходил первый международный фестиваль книг и театров «Книжный шкаф». Тоже организовывал, я так понимаю, в том числе и театр кукол брестский, и там были собраны очень много спектаклей компактных, таких, как вот там, по-моему, ну, Светобень мы вспоминали, она была там. Светобень, и много там, и театр теней был, то есть был и наши областные театры туда поехали, то есть это был такой, как можно сказать, сейшн кукольников, и очень радостно, что есть такое движение. Мы отвезли туда «Волка и семеро козлят», освоили новую сцену, которая открылась, вот отзывы самые положительные, поэтому вот мы надеемся, что в Бресте все получится, несмотря на всякие перипетии. Но всякие перипетии все-таки есть. Я даже хотел бы такую проблемную штуку затронуть, потому что в конце концов чем-то все кончилось, тем, что Янушкевич из Бреста ушел. И вот здесь возникает такой момент, еще вторая новость, что Игорь Казаков, один из самых авторитетных режиссеров молодых, мне кажется, уже неприлично даже молодым его называть, ушел из Могилевского театра кукол. И в принципе получается в сухом остатке у нас положительных примеров, когда действительно большой мастер, это и про Янушкевича, и про Казакова можно сказать, приживается в небольшом городе, хотя 300 тысяч это просто большой даже город. Ну, пример только Олега Жукжда в Гродно, да? То есть вот он, мне кажется, даже не одно десятилетие уже там с начала работает. 2000-го, 2001-2002, где-то так. Вот, то есть... Ну, то есть не одно десятилетие. Не одно десятилетие, почти. И есть, все-таки получается, что зависит художник от среды. Абсолютно, потому что если ты работаешь в государственном учреждении, ты вынужден, какой бы ты замечательный творец ни был, ты вынужден выполнять определенные условия, такие правила игры. То есть в каждом театре, особенно это касается областных наших театров, есть такое понятие, как норма выезда, да, то есть наши коллективы, помимо того, что играют на стационарной площадке, они вынуждены чуть ли не каждый день ездить по городам и селам, рядом находящихся, и показывать. То есть, естественно, это изматывает, естественно, это очень давит на творческую потом сокращается количество времени на репетиции, разные условия, то есть, это данность. Вот есть такая условие. Вот в таких условиях существует театр. Назовем это административное условие. Да. А есть творец, который полон идей, и для реализации этих идей необходимо, чтобы артисты были полны энергии, допустим, или цеха выполняли вовремя свою работу непосредственную, а администрация ставила спектакли, которые ты поставил, считаешь, что действительно они должны идти. И когда хоть одно из этих условий не соблюдается, как мне кажется, да, то можно потерпеть раз-два, а потом может наступить такой момент. То есть я, конечно, не вправе, тут лучше спросить у Александра Янушкевича отдельно, у Игоря Казакова, я думаю, им есть что рассказать. Но, с одной стороны, это печально, это такой тревожный звоночек, а может быть даже и колокол. Но с другой стороны, с точки зрения такого театрального процесса, это любопытно. Да? То есть вот такой вот всплеск. То есть мы знаем, что еще и не только в кукольной сфере, еще и в молодежном театре тоже Богославский ушел. То есть это какая-то такая тенденция любопытная, чем это все завершится. С одной стороны, мы смотрим и думаем, что эти не пропадут, потому что режиссер у нас обычно такой человек, который ездит и много-много ставит, если он зарекомендовал себя. То есть наши режиссеры много ставят в России, кто-то в Украине, кто-то в Польше. И, в принципе, работа будет. Но
как бы за них, с одной стороны, не переживаешь, а с другой стороны, кто его знает. То есть хочется, чтобы при театре был лидер, молодой, активный, вот, но если театр не может найти какое-то взаимоотношение, мне тут трудно говорить, я не совсем владею информацией, что там на самом деле. Очень интересно у нас разговор идет с Любовью Демкиной. Она один из, наверное, самых авторитетных специалистов именно в театре кукол белорусском. И у меня возникает, такая тема, мы очень много говорим о репертуарном, проектном театре. И чем хорош репертуарный театр? Тем, что он дает гарантию для артистов. Артисты, они находятся как бы в стабильном состоянии. Не будем уже распространяться, какого рода эта стабильность, но во всяком случае главная проблема театра проектного заключается в том, что вот ты зависишь от того, есть этот проект, нет этого проекта, уверен ты в той зарплате, которую получишь, не уверен, и это очень сильно влияет на какое-то будущее, но относительно, скажем, какого-то разнообразия репертуарного, относительно того, насколько режиссеры способны реализовать свои задумки, репертуарный театр однозначно помогает. И он снимает большое количество вопросов. У нас есть еще один звонок, давайте послушаем. Пожалуйста. Здравствуйте. Да-да. Большое спасибо за ту работу, которую вы делаете. Мне нравятся и ваши передачи, и вот это культурное явление такое, как театр, кукольный театр. Ну, хотелось бы еще немножко высказать, чтобы как-то немножко, иногда больше звучало, что тот, кто представляет площадку, кто ее организует, строит, это получается немножко не та группа, то есть они не вполне те люди, которые определяют именно культуру, не труппа, не режиссеры. То есть здание это одно, а содержание театра совершенно другое. Вот, например, здание в Бресте, когда строили, там, например, на его месте был другой театр, его уничтожили, там был исторический домик, его тоже уничтожили. Очень много денег вложили в здание, ну а как уже труппа будет там работать, это уже совершенно другое дело. Там вот, например, аллея деревьев была, вместо нее, опять же, по моде, как по современной, как раньше в советские времена определяли, что как надо делать на улицах, точно так же по такой же схеме определили внешность театра и подходы к нему. То есть хотелось бы, чтобы хотя бы внутреннее содержание театра, хоть немножко давало какую-то альтернативу для людей. Угу. Спасибо за эту реплику. Да, это действительно... Не будем спорить, так и есть. То есть очень многие вещи, которые определяют содержание, определяют модное слово контент, они, к сожалению, находятся не во власти художников. Но вот в сути реплики, как я тебе сказал, если мы действительно возьмем и разрушим эту систему, там, не знаю, репертуарную, и оставим просто стены, куда будут приходить различные коллективы, и будет возможность, там, не знаю, у Светланы Бень, и у Янушкевича, и у Казакова со своими артистами приезжать и там на протяжении недели гастрольным способом там давать какие-то представления. На твой взгляд, это как-то решит какую-то проблему или наоборот усложнит жизнь для... Почему? Любое действие, оно усилит, то есть это такая прекрасная модель, немножко утопичная. Если найдется человек, который займется этим, такой менеджер от Бога, который найдет баланс между тем, чтобы удовлетворить потребности режиссера, да, затраты на спектакль и там, не знаю, какую-то ценовую политику на спектакль конечный, да, чтобы зрителю было приятно. То есть эти вот моменты, они, казалось бы, как бы незначительны, но они все-таки формируют вот эту всю систему. Поэтому такая модель, она идеальная, я думаю, в ней все мечтают. Вот. Она может быть как дополнение, то есть одно другому не противоречит, мне кажется. То есть должны быть и стационарные площадки, может быть что-то такое, где бы собирались все и ставили там дополнительно спектакли. Это только в плюс. Тут очень важный момент, что мы очень сильно недооцениваем, конечно, степень влиятельности аудитории.
И тут правильно вот наш дозвонившийся говорил, что очень сильно, ну, как я, может быть, перевру, но скажу, очень сильно влияет на то, кто платит, там, условно говоря. И в условиях, когда там роль людей, которые не всегда там разбираются в театрах, но у них есть вот какое-то представление, они финансируют тот театр, который для них удобен для финансирования, удобен для представления там аудитории, удобен для реализации той там условной культурной политики, которая есть. И альтернативу этому может создать действительно публика, аудитория. Но тут нужно за это платить, конечно. И вот в этом смысле чего у нас не хватает? У нас не хватает каких-то каналов, механизмов для того, чтобы вот это влияние аудитории и публики, которые хотели бы, может быть, более ярких событий театральных, более интересных, содержательных моментов. Но для этого она должна быть хорошо организована. И вот это, к сожалению, то, что у нас очень сложно. Мы очень сильно отошли от главной нашей темы. Открытие сезона. Да, расскажи, пожалуйста, вот кратко ты уже успела сказать по поводу спектакля про Карлсона, который буквально завтра премьера. Сейчас про Карлсона, вот. Значит, буквально меньше суток осталось до начала нашего сезона. Это будет 82-й театральный сезон. Уже такая хорошая традиция стала открывать его с премьеры. На этот раз мы начинаем с детской премьеры. Тут-то Карлсон, первая и единственная. То есть никакого Карлсона не ждите. Для тех, кто не читал произведение, это на слух, конечно, воспринимается как Карлсон. Это удивительная история шведского писателя, сказочная повесть, написана в 1965 году. Я думаю, что большинство наших слушателей помнят легендарный фильм Беларусь-фильма 1984 года, если не ошибаюсь, «Честный рыжий влюбленный». Вот такой вот там замечательное, по-моему, исполнение, вот как вот ассоциации. Вот это про это, да, то есть чтобы сориентировать, кто не читал. На самом деле эта книга зачитана до дыр многими поколениями читателей, большими, маленькими, поэтому вот посмотрим, что получится. Над постановкой трудится режиссер из Питера Екатерина Ложкина-Белевич, хотя, скажу сразу, она белоруска, родилась в Беларуси, но театральное образование получила в Санкт-Петербурге мастерская Руслана Кудашова. Это уже знак качества в некоторой степени. Трудится как актриса в Большом театре кукол Санкт-Петербурга. И уже с 2014 года она стала практиковать постановки, и вот то, что я говорила в начале, постановки в большей степени такие компактные, для самых маленьких. Есть замечательная площадка в Питере Карлсон Хаус, там несколько у них сцен, и вот как бы там можно создавать разные спектакли, и там, что там, ежик, ослик, медвежонок, история ежики, ослики, медвежонки, такие спектакли, цыпленок, кстати. В 2017 году этот спектакль был номинирован на «Золотую маску» по номинации «Лучший спектакль», «Лучшая режиссура». Вот. Ну, то есть как бы сама номинация уже, то есть, не лауреат, но номинация уже тоже о многом говорит. Вот. Поэтому Екатерина, как режиссер, 5 лет, но вот ее послужной список, конечно, все, кто смотрел ее спектакли, говорят, что это невероятно трогательные, такие насыщенные спектакли. Она сама мама, и она чувствует вот детскую аудиторию, это очень важно. И посмотрим, что получится завтра, потому что вот, во-первых, новое название в нашей афише, история такая тоже. Там будут использованы всевозможные виды кукол, как бы по системе там планшетная, да, если это кому-то что-то говорит, но разные по форме. То есть будут и плоскостные, и объемные, будет и живой план, будет и театр теней, и будет много любви, потому что это действительно такое произведение, которое рассказывает про первое вот светлое чувство между абсолютно разными существами, цыпленок и лисенок, да, казалось бы, что их может объединять, но если вот копнуть, то, конечно, можно увидеть очень много таких философских моментов, как то там, тут-то Карлсон первая вылупившийся, да, цыпленок, но далеко не последний в семействе, и у нас Людвиг XIV лисенок, 14, потому что он 14 в семье, то есть как бы там тема многодетных семей, то есть можно накопать очень много интересного, любопытного, но самое главное, что это спектакль для семейного просмотра, и можно потом после спектакля
спектакля будет с ребенком очень много пообсуждать тем, потому что там действительно есть о чем говорить, плюс безумно красивые декорации Людмилы Скитович, нашей художницы, и музыка Леонид Павленок, группа «Нагуале». Это уже тоже мы плотно сотрудничаем с ним и безумно благодарны ему за то, что он так живо откликается и внедрился в наш кукольный процесс. Поэтому мы надеемся, что завтра в 11 и в 2 часа дня все, кто пойдет в город, я не знаю, гулять на эти празднования, начнет именно праздновать с нашего театра, потому что еще пару билетов можно найти в кассе и посмотреть спектакль, а потом на свежем воздухе обсудить с ребенком увиденное. Что-то еще планируется в течение сезона? Что интересно, все-таки мы рекомендуем запомнить фамилию Екатерины Ложкиной-Белевич, потому что в декабре она поставит еще один спектакль. Опять же, для наших трепетных маленьких зрителей это будет «Дюймовочка». Название уже само за себя говорит, Ганс Христиан Андерсен. И мы уверены, что это будет качественно, красиво. А для взрослого зрителя у нас Чехов. Лилявский, Иванов, да, то есть... Это, по-моему, единственная пока не поставленная пьеса. Лилявским? Да. Чехова он поставил целиком. Не все, что... Может быть, еще только этого Платонова он не ставил, да? Посмотрим, что получится, еще не вечер. Поэтому... В главной роли, конечно же, Дима Рачковский, нет? Не факт. Возможно, кое-какие изменения у нас, может быть, в новом сезоне появится новый артист, еще один. Это так, интрига. Посмотрим. То есть тут мы пока не можем планировать, еще не видели эскизов, что это получится и какой художник, это еще пока на уровне идеи. Но уверена, что это будет любопытно, как это бывает всегда в спектаклях Лилявского, спектакль на подумать. Поэтому... Но есть у нас в театре кукол еще какие-то ожидания? Известно, что будет делать, например, Жужда или, может быть... К сожалению, я еще пока... не прочитала пресс-релизы, что у них там... Казаков, Янушкевич, я единственное знаю, что у нас Казаков поставит в следующем календарном году спектакль для детей, поэтому будем ждать появления. Название известно какое-то? Пока у нас значится «Все мальчишки дураки». О, это замечательная пьеса Ксении Драгунской. Хорошо. Видите, получился очень такой злободневный разговор. Мы даже толком не поговорили про текущий репертуар, хотя у Лилявского была премьера по Пушкину в прошлом сезоне. Мы с этим спектаклем собираемся в Питер в ноябре, покажем этот премьерный спектакль в рамках БТК Феста, такой крупный, классный фестиваль проходит, и мы покажем, как раз будет тема фестиваля «Игра в классике», и Пушкин, Питер, посмотрим, то есть неоднозначная реакция, возможно, да, то есть мы ожидаем всякого, но я думаю, что... белорусский зритель на редакцию Лилявского «Маленьких трагедий» как-то есть какая-то реакция? Как-то они отзываются? Отрицательных отзывов нет. Такого, что как там бывали жалобы, дайте жалобную книгу, да, это касается других моментов. Нет, спокойное, добротное такое впечатление. Что ж, на удивление, когда ко мне всегда обращаются мои знакомые, друзья и спрашивают, на что ходить в театре, в Минском театре, всегда у меня в моем мини-рейтинге всегда есть Белорусский театр кукол, именно взрослые спектакли, на них важно попасть, и на некоторые спектакли попасть невозможно. Так во всяком случае было со спектаклем «Пансион Бельведер» и «Интервью с ведьмами». Это два таких вечерних спектакля, на которые билеты очень трудно заполучить. До сих пор? До сих пор. Обратите внимание на эти спектакли, они очень авторские, они не на основе какого-то материала, но случай, когда именно эстетика театра кукол, в обоих случаях, по-моему, Нарсисян у нас художница, она вдруг приоткрывает, и ты понимаешь, что эта концепция того, что художник создает спектакли, что важна атмосфера, и что для меня очень важно, очень здорово раскрывается в этих спектаклях специфика артистов театра кукол. Она такая очень необычная. Поедем с «Пансионом Бельведером» буквально в это воскресенье отправляемся, открываем сезон и сразу пакуем чемоданы и уезжаем в Рязань, Рязанские смотрины, тоже такой международный фестиваль
крупный показываем «Пансион Бельведер». Ранее мы показывали на Образцов-фесте «Пансион Бельведер», и «Ведьмы» мы показывали. То есть тоже и российский зритель очень так живо реагирует на спектакли, отзывы самые-самые. У нас в гостях была Любовь Демкина, и мы очень так живо и злободневно, мне кажется, обсудили Белорусский театр кукол сегодня. Я желаю вам очень хорошего, легкого сезона, такого насыщенного и обсуждательного. С вами был Алексей Стрельников. До свидания.